Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, прежде всего хочу поблагодарить КАВТЕР и господина Мютина Уннала, и также всех тех, кто оказал поддержку этому проекту, за то, что предоставили возможность выступить нам с нашими докладами. Войны и перенаселение черкесов в Османскую империю проходило очень тяжелым образом, и поэтому и это стало после этих событий у черкесской диаспоры, конечно, с помощью третьих стран и поддержки от третьих лиц стали попытки возвращения на родину. И, конечно, вместе с этим после революции 1908 года некоторые представители черкесской диаспоры стали подготавливать практические проекты для возвращения на свою родину и получила поддержку от такой организации «Единения и прогресса» и таких организаций, как Кавказский комитет, также Кавказский джемиет, также комитет политических лиц Северного Кавказа, которые находящихся в Турции и так далее. После революции в России среди кавказских республик, которые хотели организовать и свои независимые государства, с ними тоже были проведены соответствующие переговоры. И благодаря этим переговорам эти проекты получили большой прогресс, но последующие события, исторические события намного очень ослабилось, и в Стамбуле правление перешло к английским и французским высшим комиссарам, поэтому планы изменились, и поэтому лица повернулись за помощью к Англии. И, естественно, вместе с этим, согласно существующим черкесские политики за короткое время установились с представителями стран Антантов, и с этой же частью фельдмаршал Фуат Паша стал лидером нового движения, который был постоянным вдохновителем действий в отношении Кавказа. Также глава телеграфного агентства, также последний руководитель спецслужбы Хюсейн Тосунбей включена в эту команду. Данная команда с большой вероятностью вместе других стран были признаны. Но здесь у нас есть документы, что с великобританскими силами они точно провели контакты. И есть досье под названием «Репатриация черкесов в своей стране». И делегация под
председательством Пуатипаши 24 ноября 1918 года посетили посольство Британии и с заместителем комиссара адмиралом Ричардом Вебом провели встречу и передали внешнему офису успешный отчет. Также черкесские делегаты передали британскому правительству письмо, в котором описывались сложное положение черкесов и методы разрешения. Текст был написан на французском языке и не было подписи под это письмо, но Комитет политических мигрантов Северного Кавказа и общество Северного Кавказа ставили свою печать. И тогдашняя элита диаспоры выражали четко свою волю в плане разрешения проблем. В меморандуме предусматривалось созыв мирной конференции именно в плане определения судеб народов самим народом. И по мнению черкесских лидеров, эта проблема имеет внутренние и внешние аспекты. Первое касается диаспоры, второе непосредственно Кавказа. Авторы доклада говорили о первом компоненте, и в 19 столетии предусматривали, говорили о вынужденном выселении кубанских, терекских, дагестанских народов. И примерно 1,5 миллиона кавказцев сохраняет свои связи с исторической родиной и готов вернуться при первом удобном случае в свою родину. И также выражалась благодарность Великобритании за сочувствие, понимание к проблемам закавказских народов. И в этом требовалась поддержка Великобритании. По сути дела, для такого разрешения проблемы необходимо было изменять политическое положение горцев. Было требование о расширении Северокавказской республики от Черного моря до Каспийского моря. Здесь предусматривали обеспечить протекторат Великобритании, если эта территория получит возможность самоуправлять самим собой, тогда можно будет перейти к полной свободе. И там еще речь придаваемое значение к образованию. И говорила, что здесь говорили, что для руководства этой новой страны есть готовые интеллектуалы, кадры, которые получали образование в русских и западных вузах. И также предусматривали создание демократической секулярной системы секулярного государства с полным равенством прав всех этнических и религиозных групп. И в заключение была просьба об осуществлении военной операции с целью очищения территории Кавказа, Северного Кавказа именно от большевиков. И исходя из меморандума, понимаем, что османские черкесы предусматривали вернуться в свои территории и превратиться в новый передовой плацдарм для Великобритании. Данные требования были встречены положительно адмиралом Уэбом, и согласно адмиралу, это будет соответствовать современного принципа самоопределения, и здесь можно будет разрешать некоторые проблемы. И сил, которые являлись белыми
Российской бывшей империи, нельзя принимать во внимание их возражения. Но касательно перспектив государственности Северного Кавказа, здесь были подозрительные оценки и в департаменте Foreign Office был составлен секретный доклад в 1918 году. И было отмечено, что северокавказские племена династии настолько раздроблена, сложно будет создавать для них общее управление. И также большинство этих людей поддерживается движением единения и прогресс османского государства, которое находится на изгнании в Германии, и поэтому нельзя оказывать поддержку черкесам, говорится в отчете внешнего департамента. В начале апреля 1919 года будущий историк Арнольд Тойнби написал отчет, который считался окончательным документом Лондона. Тойнби выражал взгляды, это было связано с репатриацией черкесской диаспоры, и это показывало, что он действительно занимался этим вопросом. Он выражал симпатию к судьбе черкесов, также автор отчета говорил, что неприемлемо поощрять черкесов вернуться в Кавказ. По мнению Тойнби, первая причина прошло более полвека от депортации черкесов, и те территории практически вернулись в русские земли. И в таких условиях возвращение там османских черкесов и инициатива выдворят оттуда русских колониалистов будет причинять очень тяжелые последствия, даже кровопролитие, и может увеличить разногласия в обществе. С другой стороны, поощрение политики репатриации это вызовет и реакцию русских государств, не только местных русских, но и русского государства. Учитывая эти условия, Тойнби говорит, что Тойнби считал ошибочным внушать мечту черкесам репатриации. И черкесы считали, что имеют более высокие стандарты жизни и работы. И при реформировании османских земель они могли бы играть более активную роль. И политические лидеры диаспоры должны ориентированы к этой цели. И следует отметить, что в феврале 1919 году МИД Великобритании дал приказ адмиралу Веб, чтобы отправить делегацию в Париж. В данной делегации Бекир Сами Пайгамбет Паша и Саарух Паша в качестве секретаря будет участвовать Фуад Паша. Но черкесские представители не одобрили такое участие, и данная инициатива осталась безрезультативной. Таким образом, неудачи завершились инициативы по получению поддержки стран антартов. Именно великобританцы негативно отнеслись к этому за то, что страны, победившие, имели совсем другие планы касательно этих территорий. Нельзя забыть тот факт, что черкесский комитет, выступающий за независимость Кавказии,
Часто эти силы осуществлялись с руководством движения единения и прогресс. Также некоторые активные лица незаконным образом проводили деятельность, и были сомнения, что и черкесские силы имеют контакты с ними. Действительно, в январе 2019 года задержаны наряду с членами единения и прогресса представители черкесской диаспоры, где лидеры диаспоры не смогли выражать или доказать свою лояльность к Великобритании. И таким образом Северокавказское общество было прекращена деятельность этой организации. Важный момент: через некоторое время, в октябре 2019 года, с султанским правительством в районе Мармара было восстание, антикемалистское восстание, и главную роль играли там черкесской элите данное развитие. Томби утверждал, что черкесы могут быть использованы внутри османского государства, а не в Кавказе. Спасибо за внимание.